Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на любовный треугольник на апрель. И перед вами, как обычно, три варианта. Подумайте, сосредоточьтесь на своем партнере, на ваших с ним отношениях. И выбирайте интуитивно, прислушиваясь к своей интуиции. Только лишь она нам поможет и подскажет сегодня. Пока вы выбираете, напоминаю, что обращайте внимание на новиночки, на подсказочки, на конечные заставочки и плейлисты тоже в вашем распоряжении. И также все новинки канала под видео, ссылочки на них имеются. Итак, я думаю, вы уже выбрали. Я перехожу к первому варианту. Ну что, первый вариант, смотрим вас. И мужчина, его сигнификатор. Как он себя будет чувствовать, его состояние в всем этом треугольнике. Ну, достаточно спокойно. У него ощущение, что все гармонично, все хорошо. Тут у нас двоечка мечей, Фемида. То есть он и с одной стороны, и с другой стороны у него будет, по его мнению, по его разумению, некая договоренность. Все будет налажено, все будет слажено. В общем, такое нормальное, спокойное, у него гармоничное какое-то состояние. Его мысли о супруге. Вы знаете, ну, во-первых, он ее видит достаточно умной, мудрой, самодостаточной дамой, с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно же, уже ощущение и состояние, когда он понимает, что никуда супруга не денется, вместе и давно. И, скорее всего, тут уже и привычка, и уже, то есть, мужчина точно знает, точно понимает, что можно ожидать в той или иной ситуации от жены. В чувствах такая спокойная уверенность в том, что она рядом, супруга, что она, опять же, смотрите, уверенность. Тут такие, ну вот, спокойные, супружеские какие-то такие чувства уже, грубо говоря, это уже привычка. Когда человек уже привык, что супруга всегда рядом, вот, и вот такое спокойное состояние по отношению к ней вообще будет в апреле. Будет вести себя, поведение его, действия по отношению к супруге тоже также спокойно, будет как-то пытаться находить общий язык, какие-то договоренности, такие бытовые, можно даже сказать рабочие. Будет пытаться сохранить, даже не пытаться, а просто будет сохранять то, что сейчас имеет. Те отношения, тот уровень, который сейчас есть, потому что, по крайней мере, в апреле они его устраивают. Тут такое спокойствие, уверенность, быт семейный, который его устраивает в полном смысле этого слова. Потому что дома всегда тепло, дома всегда хорошо, дома всегда уютно, накормлено, напоено, спать уложено и так далее. В общем, спокойная такая уверенность в супруге, в отношениях и в чувствах к ней и так далее. Далее сигнификатор вот самой супруги, как она будет себя чувствовать в апреле месяце. Колесо фортуны. А вот здесь супруге захочется, конечно же, перемен. Ей захочется уйти от этих отношений, захочется как-то изменить ситуацию. Ее мысли о супруге. Во-первых, конечно же, она видит и, скорее всего, понимает и знает, что произошла такая ситуация. Она видит его именно таким вот с янской стороны, активным мужчиной, который, хочется сказать прямо, кобелем. Вот. Все-таки у нас, смотрите, в мыслях у нее туз жезлов. Во-первых, конечно же, это его активность именно мужская, янское желание быть таким желанным, популярным у дам. И для себя она его видит, конечно же, тоже таким именно мужчиной рядом с ней.
Увы, как бы то ни складывалась ситуация, именно он для нее именно мужчина. Сильный, опора, поддержка, такая в нем энергия именно янская, творческая, волевая, активная. В чувствах здесь дама, жена, у нас выпал старший аркан отшельник. В чувствах, конечно, сложно, больно. Тут поиск внутренний больше, наверное, себя. И вот я не удивлюсь, если у дам постоянно в апреле месяце у жен будет такое состояние: а что же я сделала не так? Почему все складывается так, как складывается? Вот поиск именно ошибок внутри себя. Я бы не могу сказать, что это прям некое такое самобичевание, но внутренний такой поиск, он имеется. Как дальше жить, что дальше делать, как строить отношения, почему так все сложилось, почему, что не хватало ему. Вот, ну вот все вот такие мысли вы сами дома понимаете. Вот отшельник нам — это поиск духовный всегда, внутренний. Это не вовне, это не трансляция ему, например, что не разговоры там, что почему ты так сделал и так далее, пытаться выяснить, что же его сподвигло, что им руководит, чтобы, да, быть в таких отношениях в треугольнике. А именно внутри, у себя будете вы, дамы дорогие, спрашивать, если вы супруга, что же пошло не так. Ваши действия по отношению к нему, да, особо никаких я тут не вижу действий. Будете просто ему показывать, транслировать, что больно, обидно, что это предательство, оно, ну, прям попало в самое-самое сердце, в самое-самое такое болевое место для вас. И, скорее всего, также будете ему показывать, что дальше так не может продолжаться, и вы устали. Но, знаете, это будет не активно. Больше будете показывать, что именно он вас обидел, и он вас предал. Но каких-то требований ему выставлять здесь по десятке мечей, по Сакунтали, по богине, по этой вы не будете. Больше вы закроетесь и как бы отгородитесь от него. Будете просто транслировать, что вам обидно и больно. Дальше. Мысли мужчины о третьей стороне, любовница, императрица. Ну, ее он видит прекрасной, такой привлекательной, такой прям манительной, знаете, вот приманивающей, что ли, как некий такой манок у нее есть, знаете. И такой самодостаточной, самоуверенной, подача у нее у себя такая тоже достаточно уверенная, красивая себя такая подача. Знаете, когда дама уверена в себе, она так чувствует себя прям такой незаменимой и одной такой прекрасной на свете. Дальше чувства. В чувствах королева кубков. Тут, конечно, что-то его бередит. На эмоциональность вот эта дама, третья сторона, она, конечно, его выводит. Где-то это даже грусть, где-то это даже тоска, постоянное желание быть вместе, рядом. И вот, знаете, еще такое может быть по этой королеве, что иногда так получается, что вот у него ощущение у мужчины складывается, что не может он ее достать, не может он дотянуться до нее. Она постоянно как бы из его рук ускользает. Вот если в супруге он уверен, что она в его руках и никуда она не денется, то вот здесь противоположное у него ощущение, что вот не может он ее как бы держать в своих руках. Вот тут нет уверенности, что она принадлежит только ему. Действие шестерка пентаклей. А вот здесь, конечно, он будет помогать, поддерживать, материально, скорее всего, выполнять все ее прихоти, тут бонусы, подарки в ее сторону. Сами понимаете. В общем, материальная здесь поддержка с его стороны тут будет однозначно. Так, дальше. Сигнификатор третьей стороны. А вот здесь дама, она в ожидании, когда же тоже этот треугольник разрешится, когда этот Гордиев узел разрубится, когда все-таки он сделает свой выбор. И как бы просто ждет никаких активных действий. Судя по всему, она тут в его сторону не
делает. И мысли о мужчине, колесница. Ну вот тут у нее надежда полнейшая, что все-таки он придет, все-таки он приедет, он изменит эту ситуацию, которая сейчас сложилась в ее стороны. В чувствах, конечно, тут боль, обида и ожидания, и мысли такие, чтобы уйти, эту ситуацию разрубить самой. Ну, потому что боль, потому что обида, и сколько можно ждать. И в действиях туз кубков здесь, конечно, эмоциональность, трансляция. Это могут быть слезы, это могут быть такие тоже глубокие переживания. Вот смотрите, дорогие мои, мужчина чувствует себя комфортно вот здесь. Страдают только две дамы возле него. Причем так вот конкретно страдают. И две дамы думают, что же им решить, как им дальше быть. Уходить, не уходить, оставаться, не оставаться, ждать, не ждать. Вот такое чувство. И смотрите еще, что может быть по этому раскладу. Может уже случиться так, что тут уже поданы документы на развод. В действиях, потому что четверка пентаклей, тут Инанна, она занималась именно документооборотом, богиня. Даже вот видите, на рисунке у нее папирусы в руках. И вот тут может быть документы на развод, поэтому здесь у супруги, конечно, мысли о том, что в жизни наступили перемены, вот ее сигнификатор, колесо фортуны, и она вот думает, размышляет, куда бы дальше, как бы дальше строить свою жизнь. И в мужчине видит, конечно, такого янскую энергию в том, что у него, это же мысли о нем, у него начинается совсем другая жизнь. А она все равно обижена, ей больно, ей обидно, но мысли, чувства здесь такие, именно поиск внутренний, что же дальше ей делать. А здесь дама ждет, когда же закончится вся эта катавасия с разводом, да, не обижайтесь за сленг, но вот, и тоже как бы ждет, когда же все это решится, и также переживает. Понимаете? Вот и так еще может проиграться расклад. Вот такой у нас вышел апрель для любовного треугольника, для всех тех, кто выбрал вариант номер 1. Я вам желаю, конечно же, любви. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, любите себя, берегите себя и будьте счастливы. И еще здоровья, благополучия, процветания. В нашей сегодняшней жизненной ситуации в мире это, да и вообще всегда это необходимо. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии и увидимся. Ну что, двоечки, смотрим вас и как сложится любовный треугольник в апреле. Сигнификатор мужчины, 8 жезлов, это у нас богиня Флора. Вы знаете, здесь несколько будет трактовочек. Смотрите, с одной стороны, мужчина чувствует себя довольно-таки в своей тарелке. Ему хорошо, ему спокойно, как-то вольготно, ничего его не смущает. В общем, просто жизнь у него прекрасна. А с другой стороны, все-таки это 8 жезлов. И тут могут быть какие-то резкие перемены в его жизни, которые он не ожидал, но они произошли. Вот сейчас, на данный момент, даже с ним происходит в апреле. Также здесь еще мужчина может, знаете, вот закрыться от всех, отгородиться и от супруги, и от любовницы третьей стороны, и просто вот именно жить так и чувствовать себя так, как ему хочется, как ему лично ему удобно, как ему лично комфортно, не обращая внимания на женщин, которые вокруг него. То есть наслаждаться будет жизнью сам лично. Тут такой небольшой эгоизм. Его мысли о супруге. Но тут, что она супруга, дочка мечей, что вот она его женщина, она его вторая половина. Здесь вот прям мысли вот в том ключе, что это именно законные уже отношения. Никуда, конечно же, дама не денется. Тут, что в отношениях, в принципе, гармония.
В отношениях покой, в отношениях договоренность. В общем-то, тут все ладно, да, складно. Обе стороны этой договоренности соблюдают свои обязательства, грубо говоря. Да? Это у нас Фемида, все-таки это договор, мир некий, чувство, солнце. Ну, здесь можно, с одной стороны, говорить, конечно же, о любви, о влюбленности, а с другой стороны, солнце. Тут такое еще инфантильное, легкие чувства, какие-то, знаете, где-то даже детские, ребяческие по отношению к супруге. То есть здесь уверенность тоже в чувствах, в том, что есть супруга, есть жена, есть, конечно же, к ней чувства достаточно теплые, яркие, эмоциональные, с ней хорошо, с ней комфортно, с ней удобно. В общем-то, так, действия. Семерка жезлов. А в действиях вот тут может быть немного агрессии. А почему? Потому что, скорее всего, супруга попытается в апреле как-то влезть в его личное пространство. И он может агрессировать, он может как-то защищаться, потому что вот оно, да, ему тут хорошо, он закрылся в домике, сидит в такой ракушечке, где ему комфортно, никто ему не нужен. И вот здесь супруга, судя по ее тоже картам, может как-то его пытаться растормошить, как-то, чтобы он обратил на нее внимание. И он будет всячески как бы защищаться, отгораживаться, не подпускать ее к себе, супругу. Сигнификатор супруги – двоечка кубков. А вот супруга постоянно стремится быть ближе, постоянно стремится быть рядом. Вот тут ей не хватает внимания, не хватает заботы, хочется любви, ласки, ну вот, тепла какой-то, заботы у супруги. И она еще всячески, супруга дамы, будет пытаться как бы оказывать, показывать, демонстрировать, транслировать свою любовь своему супругу, мужу, мужчине. Вот будет с ним как-то внимательно, будет с ним ласково, нежна и так далее. Мысли о супруге. В мыслях, конечно, здесь опять же семерочка мечей. Она видит его прекрасным, она видит его привлекательным, она видит его вот каким-то даже одним единственным для себя, что вот он лучше всех. Да, есть чем сравнить, да, были какие-то раньше ухажеры, но никто вот именно с ним не сравнится. И о себе, вы знаете, она тоже будет думать в апреле месяце, супруга, что она тоже одна такая единственная, и что как бы он не гулял, что бы он не делал, какие бы ни были у него отношения, либо общения на стороне, все равно в любом случае он вернется домой, к жене, к супруге. Чувства. А в чувствах дьявол. Тут, конечно, с одной стороны желание, некое такое вожделение, секс, интим. И с другой стороны, понимать, что есть привязка, то, что уже люди настолько друг с другом связаны, что их связывает столько в их отношениях, это может быть что угодно. Во-первых, конечно, чувство привязанности, привычка, дружба, какие-то материальные вопросы, конечно же, никуда по дьяволу они не деются. То есть связаны супруги по рукам и ногам. И она это понимает, и она это чувствует, супруга. И как бы это дает ей некую такую уверенность и стабильность. В действиях троечка жезлов. Тут, вы знаете, она будет вести себя, супруга, достаточно так грамотно, достаточно так взвешенно, мудро. То есть она знает, что она получит в ответ от супруга ровно то, что она заслужит своим поведением. В том смысле, что тут как-то что-то истерить, либо проявлять какую-то свою янскую такую энергию. Вот, тут нельзя, потому что в ответ можете получить то же самое. А вот если вы будете мудро, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, с мудростью, с какой-то подходить к отношениям и к супругу, с пониманием, с таким неким ожиданием, с терпением, то и в ответ получите то же самое. Здесь такое достаточно мудрое, спокойное поведение к супругу, чтобы его не нервировать, чтобы его не злить, но однако же, смотрите, ему будет казаться,
что она излишне активна. Все-таки это жезлы, и вот здесь жезлы. Тройка жезлов тут, конечно, активность такая, именно янская. Ну и, конечно, намек на некий такой треугольник тоже здесь имеется. Но тут вот дама мудрая, дама умная, и поэтому как-то ярко, активно показывать, что да, есть треугольник, меня это не устраивает, она не будет вести себя более мягко, более мудро. Далее сигнификатор, прошу прощения, неправильно. Мысли супруга о любовнице, тройка мечей. Тут такое, тут грусть, тоска, понимание, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Тут такое, прям именно тяжелые мысли. Если к супруге здесь именно такие спокойная такая уверенность в отношениях, то к третьей стороне здесь нет. Здесь он понимает, что это треугольник, что так продолжаться не может, что это больно, это обидно, что нужно все это дело заканчивать. И в чувствах у него одиночество по отношению к ней. И даже он понимает, что она, третья сторона, она может как-то, конечно, ее это не устраивает, она может озлобиться. И здесь он понимает, что он не получит того, что ему нужно, что ему необходимо. И уже даже не получает по пятерке пентаклей, что он хотел, на что он рассчитывал. Поэтому, опять же, мужчина закрылся и не выходит, грубо говоря, я бы сказала, даже на связь. Почему? Потому что в действиях правосудия он как бы думает, взвешивает, что ему делать дальше, какое решение принять. Но пока это только лишь мысли. И в сторону третьей стороны, в сторону любовницы, тут такие тяжелые мысли, понимание, что сложно все это и не получится. А вот с стороны к супруге здесь уже такие более теплые, более понятные отношения. Так, сигнификатор третьей стороны любовницы, король пентаклей. Она будет себя показывать и транслировать, конечно, что она самодостаточна, что она умна, что у нее в жизни все прекрасно. И по королю пентаклей все равно она может ждать, такое занимать положение терпеливого ожидания, когда же мужчина что-то решит и что-то скажет, какой вердикт вынесет. И, конечно же, тут материальный вопрос стоит таким вот одним из весомых в отношениях. У него в чувствах еще пятерочка пентаклей. Вот тут есть понимание, скорее всего, что он просто ее не потянет финансово, что нет у него такой возможности. А она, дама, судя по сигнификатору, такая богатая, в том смысле, что дорогая. За ней нужно ухаживать, ей нужно дарить подарки, ее нужно содержать и так далее. В общем, выполнять именно все мужские обязанности в полном смысле этого слова материальные. Ее мысли. В мыслях она хочет что-то изменить, начать все сначала, и, скорее всего, просто-напросто она, третья сторона, уже как бы подумывает, как бы этот Гордиев узел разрубить. И я не удивлюсь, если инициатором именно расставания послужит третья сторона, именно любовница, потому что в мыслях у нее это есть. В действиях десятка пентаклей. Во-первых, она... прошу прощения, в чувствах десятка пентаклей. Конечно же, она тут будет так вот по отношению к нему себя вести тоже достаточно умно и мудро. Как-то так вот с расстановочкой. Где-то даже хитрить, юлить. Чувства такие вот именно прагматичные. На будущее что-то она там будет себе продумывать. И вы знаете, тут тоже в чувствах понимания того, что некий этап в отношениях, он закончился. Даже если это не этап, это отношения, как бы для нее тоже подходит к некому завершению. По крайней мере, этап, если это не расставание. Просто здесь именно расставание тут я не вижу по картам, тут просто мысли, размышления, разумения ее на эту тему. Но пока нет. Ее действия по отношению к мужчине четверка пентаклей.
Вот опять же, да, Пентакли. Будет она пытаться его выводить именно на поддержку материальную, чтобы вот как-то выровнять положение. Ты мне даешь материальную поддержку, я тебе даю как бы свое расположение, свою любовь. Ну, тоже вы понимаете, да, что это прям не расчет, не такой, не голый расчет, но и у некоторых может поиграться и так, что просто-напросто девушка рассчитывает именно прагматично, холодно рассчитывает на поддержку материальную. Но это транслировать она ему и будет, но так вот хитро, вот по-шорстски его будет гладить, чтобы он как бы относился к этому с пониманием и пытался всячески ей помочь, ей поддержать. Но на самом деле, как бы она вот здесь вот не хитрила, как бы она здесь не юлила, не показывала ему свою нужду в его поддержке, он будет думать и чувствовать уже о том, чтобы, ну, скорее всего, что он не потянет, и уже нужно с этими отношениями что-то решать. Вот такой у нас получился расклад на апрель для всех тех, кто выбрал цифру 2, дорогие мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Самое главное, любите себя и, конечно, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. И будьте счастливы каждый миг, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантия. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Надеюсь, что мой канал вам интересен и занимателен, и вам чем-то помогает, поддерживает, может даже оберегает от каких-то решений. Всех благодарю, прощаемся, переходим к троечкам. Ну что, третий вариант, смотрим вас. Как сложится любовный треугольник в апреле месяце. Сигнификатор мужчины. У нас старший аркан сила. Мужчина будет очень активен в апреле. Активен с точки зрения, знаете, вот такой воли и характера. Может подавлять, может прям сильно давить на вас, может быть очень таким нервным, конфликтным. Вот тут могут быть постоянно ссоры, скандалы, выяснение отношений, потому что мужчина, он в таком вот в постоянном напряжении, в постоянном таком нервном состоянии, агрессивном. Ну и, конечно, здесь по силе идет страсть, но страсть такая именно со стороны похоти. Тоже вот одна из трактовок карт может быть. Итак, мысли мужчины о супруге. Вот здесь какие-то новые у него появляются мысли. Может быть, он как-то супругу по-другому увидит. Может, с какой-то другой стороны ее узнает. В общем, здесь вот именно какие-то новые размышления в сторону супруги. И здесь такие какие-то могут быть земные, бытовые вопросы. Они как-то тоже откроются ему совсем с другой стороны, с приятной стороны, с такой, с теплой, с земной стороны. Ну вот, в общем, как-то по-другому он посмотрит на свою супругу. Чувства, десятка мечей. Вот здесь опять же у него почему-то, у мужчины обиды, грусть, ощущение, что его обидели, предали, как-то его прям бросили, чувство одиночества, тоски, и вот прям такая какая-то внутренняя боль у него по отношению к супруге. Что-то вот прям его обижает. И знаете, что еще? Ощущение, что с супругой все-таки здесь расставание произошло. И на фоне этого самого расставания, конечно же, он чувствует вот эта вот внутренняя трансформация, она очень болезненная. Понимание того, что этого человека уже в том формате, что, которым был раньше, его уже в жизни мужчины не будет. И вот здесь, конечно, тоже такие болезненные чувства и ощущения внутри.
Они даже могут проявляться у него и на физике. Поэтому здесь мужчина такой нервный, поэтому вот такая вот здесь агрессия, поэтому здесь и весь месяц он будет в таком напряжении, подавлять, угнетать может даже. В действиях активных действий я не вижу, тут повешенный у нас. Здесь больше, знаете, переосмысление отношений, переосмысление вообще вот той жизни, которая была, либо есть с супругой. Да, расставание, конечно, может проиграться, но проиграется не у всех, потому что все-таки это гадание онлайн, примеряйте на себя. Но в любом случае расстояние между людьми, оно образуется, это однозначно. Даже если не физическое, то эмоциональное расстояние, эмоциональное, вот точно будет. Потому что, скорее всего, супруга здесь может как-то отвернуться, может как-то начать себя вести по-другому, может как-то пытаться свою жизнь изменить и улучшить в такую более позитивную, более благоприятную сторону. Почему? Потому что ее расклад, ее сторона, здесь абсолютно четко видно, что ее сигнификатор старший аркан Шут. То есть женщина направлена на новое, направлена на то, чтобы начать жизнь с какого-то чистого нового листа. Причем она туда ступает, на этот путь, с некой с легкостью, знаете, когда камень с души, вот он упал, и ты чувствуешь себя легко, ты чувствуешь себя воздушно, ты чувствуешь, что у тебя есть силы, есть желание, есть энергия идти по новому пути, идти по новому направлению, и ты готов к переменам, готов к чему-то новому, готов вот именно к другой жизни. И так как это мужчина осознает, у него здесь сложности, у него здесь тяжесть на душе, на сердце, у него здесь боль, обида. И, опять же, да, без этого никак. Трансформация, она идет и достаточно болезненно у мужчины. Так, ее сигнификатор мы рассказали, ее мысли женщины, жены о супруге. Паш Пентаклей. Здесь она понимает, что да, этот человек в ее жизни был. Да, никуда от этого уже не денешься, это уже некая такая история, либо тот этап в отношениях, который у вас был, вот, да, с супругой, этот этап тоже в жизни он имел место быть, и никуда от этого не денешься. То есть вот то прошлое, которое было, оно как бы остается в прошлом, это человек это принимает. Наличие тех отношений, которые были, наличие этого человека, мужчины в ее жизни, он ее принимает, но уже готов как бы на этом опыте, на этом неком накопленном ресурсе, да, если так можно сказать, уже строить что-то новое, уже переходить к какому-то новому этапу. То есть она мужчину, супруга видит уже в другом свете. И тут уже сами ее мысли, сами ее рассуждения уже такие вот достаточно легкие, позитивные. Человек это принял и отпустил. И теперь у нее с легкостью на сердце она готова к чему-то новому. Тут Фула, она как раз таки охраняла, между прочим, по мифу золото и украшения Фриги. А Фрига вот она. Пока Один висел, да, на Игдрасиле, получала свои знания, потеряла глаз, да, она ждала, когда же он придет, вернется в ее жизнь. Это была некая жертва, то есть ее ожидание, это тоже как в повешенном некая жертва. А вот здесь Фула, она охраняла то, что было нажито Фригой. То есть, смотрите, да, она, как я уже сказала, принимает и идет дальше. Идет дальше, ждет, когда в ее жизнь придет что-то новое, и она сможет уже с этим новым идти дальше. Тем более у нас тут сигнификатор Шут, и строить другую жизнь уже на том опыте и ресурсах, что у нее есть. А опыт и ресурс здесь у нее большой. Чувство к мужчине, карта Луна, старший аркан. Но вот здесь по Луне я не могу сказать, что прям здесь есть любовь, люблю, не могу, трамвай куплю. Нет, по Луне это такое подвешенное, непонятное состояние. Да, почему? Потому что без
последствий, конечно, такие отношения, они не проходят. И вот тут Луна, она говорит о том, что да, есть она, конечно же, переживает, да, конечно же, она не робот, тоже чувства есть, да, тоже эмоции есть, но они уже такие перерастают у нее во что-то другое, в большее. Это подвешенное состояние, но осознание и готовность двигаться дальше у нее есть однозначная. И вообще она может еще по Луне воспринимать уже супруга в чувствах как человека, который был у нее учителем первым, но учителем был со знаком минус. То есть она в отношениях с ним, рядом с этим человеком, она набралась опыта, она набралась знаний, она набралась женской такой мудрости, какой-то некой гибкости ума, да, гибкости характера. И вот этот опыт для нее тоже опыт, но со знаком минус, потому что он не привел к такому, к чему-то более позитивному, да, потому что расставание это не есть плюс. Ну, смотря как смотреть, конечно, может быть и плюс, но в любом случае здесь какой-то опыт, причем такой хороший, позитивный опыт, она для себя вынесла. Но переживания, они сейчас давят на нее, они тоже вот такие качели внутренние, конечно, они имеются. Какие действия она предпримет? Я бы сказала, что она абсолютно нацелена на новое, на новую жизнь, на новый этап в жизни. Если это не расставание, как я и сказала, да, все-таки не забывайте, это гадание онлайн, то в любом случае жена, супруга, она нацелена на перемену, она нацелена на какой-то новый этап, она нацелена теперь жить по-другому. И теперь она будет жить, учитывая свои потребности, свои желания в первую очередь. Она готова со всей своей ответственностью как бы начать что-то новое в своей жизни. Уйти от таких вот, как, грубо говоря, деструктивных отношений и начать жизнь по-другому, по-новому, легко, с радостью, с задором и с таким с огоньком с внутренним. Далее мысли супруга о третьей стороне, любовницы, король жезлов. Он видит ее такой зрелой, умной, мудрой, достаточно такой вот размеренной, что ли, женщиной, которая умеет строить отношения, которая мудра, которая имеет также с огоньком, таким внутренним, со стержнем, конечно же, с амбициями, с желанием самореализоваться, с желанием занимать некую такую нишу, некое положение в обществе хотя бы для самой себя. То есть у нее есть некое такое пространство, в котором она хотела бы реализоваться и быть хозяином положения. Чувство к третьей стороне, к супруге. Ну, во-первых, тут старший аркан жрец выпал. Это, конечно, карта брака. Вот почему я говорю, что тут вполне может быть расставание, а вот здесь как раз-таки отношения могут перейти во что-то большее, потому что в чувствах брак и в действиях двоечка пентаклей. То есть человек будет строить отношения, человек эти отношения сохранит. Почему? Потому что ему с ней хорошо, ему комфортно, он видит ее вообще, в принципе, такой девушка, женщина, с которой ей очень и очень легко, с которой он бы хотел дальше строить отношения, их развивать. А тем более чувства. Чувства тут тоже такие уже довольно стабильные, размеренные, спокойные и где-то даже осознанные. То есть он понимает и относится к осознаниям к этим отношениям и вообще к этому человеку, что этот человек в его жизни многое значит, и он хотел бы быть с ней и дальше. И в действиях он это и будет показывать, что тут некая есть зависимость, что у них есть такая некая связь, которая уже достаточно крепка. Почему? Потому что эти богини, они как вот в инь и янь, да, вот эти две рыбки, черные и белые, они бегали друг за другом. Одна убегала, другая догоняла. Одна убегала, и вот эта постоянная круговерть, и вот их как бы соединяла в одно. И вот здесь двоечка пентаклей то же самое. Здесь Солнце и Луна. Тут такая внутренняя гармония и некая зависимость друг от друга, постоянная вот этот круговорот, когда людям друг с другом очень и очень хорошо и гармонично.
в отношениях. Дальше. Сигнификатор третьей стороны. Любовница. Тройка пентаклей. Но она в ожидании чуда, когда же все это наконец-таки разрешится, решится. И отношения придут к некому знаменателю. Каков это будет знаменатель, пока она не видит. Но с терпением она ждет, когда же все это решится. Мысли ее о мужчине. Туз мечей. Туз мечей нам здесь говорит, что она достаточно воспринимает его достаточно таким сильным, волевым, умным. Мужчиной, который умеет принимать решения и нести за эти решения ответственность. Мужчина амбициозного, мужчина сильного, мужчина волевого, мужчину, у которого такой острый ум, интеллект на уровне, как говорится, выше среднего. В общем, она его воспринимает достаточно таким сильным мужчиной. И как бы видит, думает о том, что он все-таки этот Гордиев узел он разрубит. Чувство. Чувство девяточка кубков. Здесь есть, конечно, можно говорить о некой влюбленности, но и в то же время человек также понимает, что вот рядом с ним она чувствует себя свободно, она чувствует себя комфортно, она может делать то, что ей хочется. Она нашла рядом с ним такого вот партнера, с которым ей, опять же, тоже комфортно, гармонично, спокойно. Это у нас богиня Победы Ника здесь изображена в девяточке кубков. Девятка кубков — это тоже некий такой успех, да, вот личностный успех человека. Вот она воспринимает как некую такую удачу, какой-то подарок судьбы этого мужчины для себя. И какие действия она будет предпринимать в его сторону? Девятка мечей. Тут активных действий никаких. Здесь она будет ему показывать, что она переживает, что у нее неспокойно на душе, что вся эта ситуация приносит ей боль, страдания, обиду. Будет говорить и транслировать ему, что она чувствует себя одиноко, что ей не хватает внимания, что ей не хватает заботы, что ей не хватает любви. И она ждет, грубо говоря, покорно, когда все-таки он снизойдет до нее. И вытянула доп, все-таки, чтобы посмотреть не только эмоции, да, потому что тут нет динамики в действиях, тут тройка кубков. Здесь она принимает тот факт, что есть третья сторона, что есть супруга, но опять же ее это не устраивает. Она хочет быть, как говорится, единоличной хозяйкой его сердца. И будет ему об этом, конечно, говорить, но не так, чтобы прям давить на человека, но с некой мудростью. Может, конечно, устраивать, вот если брать в расчет туз мечей, да, что у нее в мыслях туз мечей все-таки, да, мысли о нем, то она, конечно, может еще и понимать, размышлять о том, чтобы, может быть, ей уйти, может быть, ей разрубить этот узел, может быть, ей зарыть этот топор и начать что-то, жизнь по-другому. Но она как бы этого только об этом думает. Делать она этого не будет. Она будет покорно ждать, когда все это разрешится. Вот такой у нас получился расклад для троечек. Я, дорогие мои, желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное — здоровья и любви. Берегите, любите, заботьтесь о себе. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И будьте счастливы, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи.